Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем наш проект. И я напоминаю вам, что девиз нашего проекта– это главная цель любого человека– быть счастливым. Сегодня я даже на помощь себе призвала Будду, который сидит рядом со мной. Почему? Потому что он искал законы человеческого счастья. Хотя был царским сыном, жил в богатстве, в сытости. Но когда он столкнулся с тем, что люди страдают от утраты близких, от болезней, от бедности, он не смог жить прежней жизнью и стал искать учителей и искать законы человеческого счастья. И он их нашел. И как говорит Будда, что счастье– это тогда, когда каждый человек освободится от своих зависимостей. Но это не только зависимости, которые мы с вами привыкли знать, алкоголь, наркотики, там, игромания и так далее, а это зависимости от наших желаний, от богатства, от знаменитости, ну и прочих других. Но сегодня не об этом. Мы с вами продолжаем говорить о том, что же мешает нам быть счастливыми. И так как больше всего вопросов и обращений, особенно от молодежи, с которыми я встречаюсь, о СДВГ, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивности, поэтому я и решила поговорить серьезно на эту тему. Я хочу вам помочь достичь вашего счастья и освободиться от этого синдрома. Поэтому мы с вами заглянули в истоки, то есть причинно-следственные связи этого расстройства. И мы, конечно, говорим о детстве, потому что все у нас начинается в детстве. И самая моя боль, наверное, а я скажу почему, потому что 9 лет я работала в нашем якутском психоневрологическом диспансере детским подростковым психиатром. Я была постоянно членом медико-педагогических комиссий, то есть это комиссия, которая разбиралась с проблемами детишек, которые почему-то не могли усваивать программу в массовой школе. И вот тогда я поняла, что нужно, что называется, кричать и трубить о том, что родители не знают. А нужно знать, что интеллект формируется именно до 7, ну максимум до 9 лет. И поэтому все внимание, а это только от родителей зависит, нужно обращать на развитие своего ребенка именно в этот период возраста. Важно вовремя диагностировать детскую депрессию у маленьких детей. И я вам говорила, что детская депрессия протекает, совершенно не похоже, как она протекает у взрослых. Если взрослые лежат, то дети бегут. Они становятся неусидчивыми, они склонны к бродяжничеству, они ничего не делают, они не могут ни на чем сосредоточиться. А мы же помним, да, синдром дефицита внимания. Вот внимание начинает отсутствовать, и я вам даже рассказывала историю, но не до конца рассказала про мальчика Юру, поэтому сегодня, для того, чтобы закрепился у нас с вами этот материал, я более подробно расскажу. Мальчик Юра учился в 1 классе. Неожиданно у него умер отец. Семья была возрастная. Мальчик был очень долгожданный. Его очень-очень любили родители, и мама, и папа. И тут такая утрата. И Юра почему-то стал неадекватно себя вести. Он выбегал во время занятий в коридор. Он не соблюдал, как говорят, режимные моменты. Он не готовился, естественно, к школьным занятиям, и так далее, и так далее. То есть он не справлялся с программой, и комиссия медико-педагогическая пришла к выводу, что у Юры проблема с интеллектом, и ему надо учиться во вспомогательной школе. Мама не поверила этому диагнозу. Она повезла мальчика в Москву на конфликтную медико-педагогическую комиссию. Там диагноз подтвердили. Мальчика, мама смирилась, и она перевела мальчика в вспомогательную школу. Но они продолжали лечиться у меня. Мальчик хорошо стал учиться во вспомогательной школе, а потом он поступил в ГПТУ, а потом в техникум. И даже, я не буду уж там долго подробно все рассказывать, но он закончил институт.
Мы с мамой, вы даже себе не представляете, сколько мы бились, чтобы снять с него диагноз слабоумие. И вы знаете, это очень-очень оказалось сложно. То есть поставить легко, а снять тяжело. Так что же с мальчиком Юрой произошло? Когда он испытал горе, он впал в депрессивное состояние, которое выразилось не только в СДВГ, а в псевдослабоумии. Тогда я была молодым доктором, но это был, конечно, очень такой для меня тяжелый урок. И в последующем я очень подробно расспрашивала о скрытых причинах тех нарушений, которые выявлялись у детей. И не только утрата. Помните, я вам говорила, что дидактогения, то есть неправильное поведение родителей и педагогов. И помните, я напомню вам цифру, 50% их это дома, а 50% в школе. Из-за непоследовательного поведения или родителей, или учителей. Или другая история, которая также произошла в одной из наших центральных школ города Якутска. Конфликт возник между учеником и учителем математики. Как сейчас помню. У нее был какой-то принцип доказать ему, что он математику не знает и не способен ее знать. Она его третировала, она придиралась к нему. В итоге что произошло? У него была психосоматическая реакция, такое аллергическое отторжение кожи. И он попал в реанимацию. Еще одна история. Это мы говорили с вами о скрытом эмоциональном отвержении в семье. Приходят родители с мальчиком-подростком и рассказывают мне следующую историю, что они очень состоятельные люди, что у него все есть. Еще только-только начинались компьютеры, но прям буквально первый компьютер у него уже был. Понятно, что они очень хорошо питаются, но почему-то их сын постоянно живет в техэтаже. Они его вылавливают то в одном доме, то в другом, то есть они носятся все время. Значит, он не хочет жить дома. Я его спросила, а что ты находишь в техэтаже? Ну, сейчас у нас, слава богу, домофоны на дверях входных, поэтому так просто в техэтаж не попасть. Это были, конечно, времена еще советского периода. Но я думаю, что, тем не менее, если бы техэтажи были бы открыты, то многие бы дети наверняка скрывались там. И оказывается, что очень много претензий у родителей к ребенку. Помните, я вам говорила про скрытое эмоциональное отвержение, про гиперпротекцию, то есть повышенные требования к ребенку. А ребенок не мог удовлетворять повышенные требования своих родителей. И он нашел выход – бежать из дома при наличии там игровых приставок, компьютера и так далее, и так далее, и так далее. И я его спросила, а если бы вместо тех богатств, которые родители тебе подарили, они бы каждый день спрашивали тебя, как ты себя чувствуешь? Что ты хочешь? Какие у тебя планы? Что тебя напрягает? Какое у тебя настроение? То что бы ты выбрал? Вот эти богатые подарки или вот такое вот отношение? Ну, я думаю, что вы сами догадались, что выбрал ребенок. А что ты находишь в техэтаже? И он очень просто сказал: понимание. То есть понимание таких же эмоционально отвергнутых детей. Поэтому я призываю всех вас, у кого есть дети, пожалуйста, это только ваша ответственность сделать своего ребенка счастливым. Мы с вами говорили, что СДВГ, его причины, могут крыться в минимальных мозговых дисфункциях. Но минимальные мозговые дисфункции – это, знаете, такое красивое, какое-то непонятное такое название, множество симптомов. И на самом деле я, как врач-психиатр, скажу, что это называется резидуально-органические поражения или заболевания головного мозга. Да, это бывает разной степени. Бывает очень минимальное резидуально-органическое заболевание.
Ну, а бывает более выражено, когда другие уже люди это тоже могут увидеть. Кратко я еще раз перечислю вам симптомы, на которые нужно с раннего возраста обращать, а родители на это не обращают никакого внимания, всегда находят какие-то бытовые объяснения этим явлениям, или считают каким-то там сглазом, или там еще какими-то такими вещами. На это обязательно надо обращать внимание. Вот когда я родительский лекторий вела очень много лет в свое время, я называла это начальные нервно-психические отклонения у детей и подростков. Ну, давайте так пройдемся, да, с раннего возраста. Ребенок в младенческом возрасте во время сна принимает странные позы. Ну, допустим, лицом в подушку, коленки под себя, попа кверху. Просыпается с криком или даже визгом. Очень мало в течение дня спит, или даже ночной сон тоже недостаточный. Отстает в развитии, допустим, позже 1 года начинает ходить. Позже появляется речь. Часто болеет с высокими температурами, с рвотами непонятного происхождения. А ночью во время сна скрипит зубами или не удерживает мочу после 3 лет. Бывают элементы снохождения. То есть в раннем возрасте, в младенчестве ребенок мечется по кровати, иногда даже меняет положение. На подушке могут быть ноги вместо головы. Иногда присаживается в постели во время сна. Ну и, конечно, явные, когда, что называется, лунатизм. Бывают носовые непонятные кровотечения, непонятные боли в животе и в ногах, с которыми обращаются к врачам, но ничего серьезного не находят. У них бывают страхи, темноты, одиночество. Естественно, такие дети не очень хорошо учатся, а в школе про таких детей говорят: мог бы лучше учиться, если бы захотел. Ну, во-первых, взрослым нужно знать, что дети на какие-то подвиги там, в плане учебы, там, каких-то достижений для себя абсолютно не готовы. А у них еще нет тех амбиций, что есть у взрослых. Поэтому дети достигают всего только ради того, чтобы их похвалили взрослые. То есть родители, там, учителя. Вот я хотела бы более подробно остановиться на именно минимальных мозговых дисфункциях и поговорить здесь об интеллекте. Интеллект – это очень важная наша человеческая функция, которая определяет эффективность всей нашей последующей жизни. И еще раз напоминаю, он формируется до 7 лет. В следующий раз мы продолжим этот серьезный и, думаю, важный разговор. До свидания.